долгосрочной работы. В течение долгого времени мы работали над проектом, как говорится, с декабря 2021 года. Это проходило во время пандемии, то, как говорится, это было... Есть и плюсы, и минусы. Плюсы это то, что каждое мероприятие у нас запечатлелось на YouTube-канале. У нас есть YouTube-канал нашего фонда «Добрый почин». Давайте мы сначала немножко ознакомимся, что же это за фонд. Фонд по 2020 года, он для всех инициативных граждан. Опыт проведения социального проекта в сфере культуры. Я думаю, он нам удался, потому что это был самый первый конкурс президентского фонда культурных инициатив. И мы были очень рады, что одержали победу и смогли реализовать такой проект. Этот проект был целью, то есть целью этого проекта было освещение наших традиций, доведение его до молодежи. Поняли в результате исследования маленького, что именно эта возрастная категория, она немножко отошла от вековых традиций. В то же время интересуется авангардными течениями, скажем так, искусства. Селфи в стиле Оланхо конкурс и конкурс рисунков на тему Оланхо. Картины. Вначале, когда писали проект, мы думали, что это очень просто. Оказалось, что это вовсе не просто. Подбирать картины, фотографировать их, потом издавать видеокниги. Очень большое спасибо Национальной библиотеке, которая поддержала нас и издала это в виде виртуального издания. Да, месяц назад всего лишь мы получили, потом долго ждали момента, когда можно будет презентовать. И вот наконец-то вот в декабре вы перед Новым годом хотя бы не перешли на 23-й год, скажем так, да, удостоились чести побыть, презентовать его в историческом зале Национальной библиотеки. Итак, давайте мы немножко расскажем про наш проект. Мы сейчас их всех вам подарим, эти альбомчики. Добро пожаловать в мой Срединный мир, так называется книжка. Я назвала ее Срединный мир. Так как у нас тема Оланхо была по этому названию, мы еще делали выставку уже детскую, тоже под этим названием в библиотеке Пушкина. В другом здании, которое сейчас на ремонте. А вот весной у нас выставка была детских работ с наших мастер-классов. Давайте пролистаем, посмотрим. Самая интересная, и работа интересная. И вообще она у нас в Союзе считается самой такой интересной, я бы сказал. Потому что у нее и имя Тереза Чабис Пачета, и тут где Якутия, а где Чабис, да? Так что вот и работы у нее все явки, такие как бы смесь Бразилии и Якутии. Цвета все тоже очень такие сочные, видение тоже очень такое современное. Ну, она мне очень симпатична, Тереза. И вот я хотел бы предложить, я все-таки скульптор сам, а вот со мной тут рядом живописец есть, как бы коллега ее, Василий Петрович Ковчук, заслуженный деятель искусства республики. Ну все, надо тебе что-нибудь сказать. Пригласили на 2 выставки Решетникова и на Терезу. Я вспомнил, думаю, куда же пойти? И думаю, пойду к Терезе. Она как-то теплее, испанское солнце. И вообще Тереза молодец. Не серьезно, картины ее меня просто бесит. И я просто, когда на них смотрю, думаю, я, наверное, что-то не то делаю. Вообще, хороший художник. У нас даже на Дальнем Востоке интересные вещи. Все, молодец. Дальше. Государственный институт, и меня просто попросили сделать аннотацию к ее дипломным работам, а дипломные работы у нее были посвящены афишам спектаклей Сахатеатра.
тогда было уже сразу видно, что у нас появился человек с таким очень необычным видением, очень по-другому работающий, в совершенно другой стилистике, хотя у ней был очень, есть, наверное, очень серьезный руководитель, преподаватель Михаил Гаврилович Старостин. Ну а потом, значит, она у нас в Национальном художественном музее открыла выставку свою персональную. Это какой год был? Это 16-й год был, а потом уже открылась ее галерея в музее ретротехники, да, и как-то вот Тереза раскрылась совершенно с другой стороны, и в нашем изобразительном искусстве Якутии это действительно очень такое имя, которое стоит где-то, может быть, чуть-чуть в сторонке от общего направления якутского искусства, но это человек, это художник, который всегда удивляет, всегда ждешь ее работ, ее иногда депрессивных, иногда другого настроения, да, иногда непонятных, но всегда ждешь ее как ожидание чуда получается у нас. Вот, поэтому я Терезу поздравляю, я поздравляю фонд. Инициатив – это очень интересное явление, и очень хорошо, что поддерживаются такие неординарные художники, и неординарные какие-то идут явления в нашем искусстве, связанные с героическим эпосом Молотков, связанные с нашей жизнью. И я поздравляю с презентацией вот этой книги, и хочу от имени нашего Национального художественного музея вам небольшой презент. Презент это связан опять-таки с работой нашего музея. Вы знаете, в этом году у нас была большая такая очень представительная выставка Государственной Третьяковской галереи. Был издан специальный каталог к этой выставке. Ну и вот там с теплыми словами, Тереза. Так. Так что, Терезе, спасибо, фонду еще больше спасибо. Я надеюсь, что мы, может быть, какие-то тоже пути найдем. У нас в музее очень много разных проектов, которые тоже хотят поддержки. Спасибо. Я очень рада, что наступил сегодняшний день, что Тереза издала каталог своих работ. Это достаточно рано. Обычно художники в более пожилом возрасте начинают подводить какие-то итоги, издавать свои монографии, альбомы, каталоги. И Тереза это сделала заранее. И это говорит о том, что она шагает в ногу со временем и заботится о своем имидже, то есть сама себя в обществе продвигает. Вообще, Тереза Бачика-Чавес – это особенная, уникальная фигура в нашем союзе художников. Ее творчество, я бы сказала, стоит особняком. Я лично большой поклонник ее картин. Меня они все время восхищают своей смелостью. Тереза – это тот художник, который не осторожничает, не старается понравиться, а она именно высказывает то, что сегодня владеет ее мыслями и чувствами. Поэтому у нее работы иногда бывают такие разные, что на первый взгляд можно даже подумать, что это разные авторы, но на самом деле единая стилистика просматривается. Я бы сказала, что вот когда я говорю про то, что она честный художник, я имею в виду, что каждая ее работа имеет особый глубинный философский смысл,
и очень энергичную манеру письма, очень экспрессивный напряженный цвет, очень такая напряженная пластика. Я считаю, что она в своей смелости умудряется выплескивать честность своей натуры в свои работы. И вот эта энергетика делает ее особенной. Я желаю Терезе и в дальнейшем радовать своих поклонников своим удивительным творчеством. И я думаю, что мы еще очень много новых открытий сделаем в связи с этим именем. За высокую оценку, я сказала. Слишком высокую. Спасибо. Проводится персональная выставка. И учебный случай это издание каталога. Поздравляем вас. И у нас есть еще небольшой подарок, который понравится любому художнику. Это набор масляных красок. И это же вообще. У вас всегда были материалы, с которыми вы работаете. Благодарю вас. Спасибо. Ждем приглашения на вашу персональную выставку. Ну, я и не художник, и не искусствовед, но мне очень кажется, мне лично кажется похожими даже на картины Сальвадора Дали или там Пабло Пикассо. Удивительно, откуда ты с другого конца света противоположного слышать его голос. Он сюда тянулся ко мне, я это чувствую до сих пор. У меня были бразильские игрушки всегда с детства. Они были какие-то очень красивые, не как советские игрушки. И я помню, что какая-то такая игрушка вышла. Нет, на этом во дворе, как завидовались. Мой